Мне, знаете, мне повезло, что в нашем селе, это село Кутеевка Пензенской области, в Белинском районе, мы 8 классов изучали, ну, не изучали, а преподавали нам на татарском языке. Из-за этого Габдулла Тукай для наших сельчан Пензенской области и для меня был поэт, который, как сказать, дал возможность любить свою нацию, любить свой язык, любить свою землю, любить свою родину. А родина у нас не только Россия, у нас родина и Татарстан. Я всегда об этом говорю, что у нас 2 президента родины. Для татар, которые живут в Российской Федерации. Когда приехала в Астрахань, через некоторое время, уже в 1989 году, я стал председателем татарского общества, в 1990 году председателем татарского общества «Дуслык». И, конечно, цель была, чтобы у нас была своя библиотека, где, чтобы много было книг Габдуллы Тукая, Саджалила. И я этого добился. Очень много книг мы привезли, конечно, из Казани. Я помню, на Саванпы председатель Госсовета Татарстана Мухаммедшин приезжал. Он полсамолета мне привез. Это начало было образования нашей библиотеки. А потом я сам являюсь еще председателем контрольно-ревизионной комиссии Всемирного конгресса татар. И часто бывает, там в том числе с проверкой приезжаю, я на своей машине привожу сюда много книг и стараюсь, что обязательно там были еще книги и стихи Габдуллы Тукая. 4 тома у нас здесь последний есть, недавно еще выпустили, тоже у нас эта книга есть. Но его стихи читаются почему? Потому что в этих стихах мы сами, он о нас пишет, и о нашем языке, о наших родителях, о нашей родине. И когда читаешь стихи Габдуллы Тукая, представляешь и себя в деревне, себя там где-то, и почему мне и нравится читать. А то, что он уникальный стихи написал про татарский язык, это вообще без слез невозможно читать. И почему это стало для нас, для татар, в том числе астраханских татар, я так не называю, татары, живущие в Астраханской области, гимном после каждого концерта, после мероприятия, мы обязательно, не стесняясь, поем.